Якутия получит 412 миллионов рублей из федерального бюджета по программе «Единая субсидия на креативный кластер. Квартал труда» в Якутске. На выделенные деньги планируется завершить строительные работы и оснастить техникой помещения этого кластера. По порядку и подробнее в материале Ульяны Шагиной. Квартал труда будет базироваться на улице Труда 1. Это здание бывшего мясокомбината 70-х годов постройки, который в скором времени превратится в современное пространство для реализации целого комплекса творческих проектов. Задача большая, так что бригада из 90 строителей работает ускоренными темпами. У нас ведутся работы завершаются работы по демонтажу стены перегородок на первом этаже. На третьем, на четвертом этажах у нас идут работы по установке окон. И под зданием у нас выполняются работы по усилению фундаментных конструкций. Это у нас усиление свай, ремонт фундаментных балок. Но у нас основная задача на сегодня – это закрытие теплого контура. И, конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы успеть к намеченному сроку. Уже в следующем году сюда придут первые резиденты. Для них будут созданы все условия. Большие кабинеты, просторные студии, ну и, конечно же, профессиональное оборудование. К примеру, здесь будет сниматься качественное профессиональное кино со всеми спецэффектами. Ждут появления кластера якутские кинорежиссеры. Сегодня якутское кино на высоте, но немногие знают, в каких порой условиях приходится работать, чтобы сделать качественный продукт и продвигать его на международный уровень. Кластер как раз-таки даст им возможность развернуться, творить и созидать в профессиональных условиях. Примерно представляем, что здесь может быть. В первую очередь это должно быть место энергии, креативной энергии. Большие студии – это современное оборудование, которое позволит делать качественную современную цветокоррекцию, оборудование, которое позволит создавать 3D-графику и контент, который сегодня так необходим по всему миру, и на него есть запрос. Есть запрос на якутское кино, якутское кино с новыми технологиями и якутское кино более зрелищное, на него будет запрос еще больше. Помимо киноиндустрии, здесь будут сосредоточены и другие креативщики. В их числе аниматоры, специалисты по компьютерной графике, дизайну, музыке и народным промыслам. И для всех, кто станет резидентом кластера, будут созданы максимально комфортные условия для дальнейшего развития. Да, безусловно, здесь материально-техническое обеспечение, то есть это и оборудование, да, специализированное, это специализированные студии, офисы. Понятное дело, здесь еще будет очень много сервиса, да, то есть мы планируем здесь и образовательные программы запускать. У нас вот с прошлого года действует уже программа «Школа глобального бизнеса», которая направлена на развитие как раз и креативных и творческих индустрий, да, это на развитие их, на выход их на внешние рынки и так далее. В квартале будет работать режим территории опережающего развития. Сейчас по этому поводу идут переговоры. Это позволит резидентам из сферы малого и среднего бизнеса получать налоговые льготы. В настоящий момент уже подписано более 70 предварительных соглашений. К 2025 году это число планируют увеличить вдвое. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск.